Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте! Слово какое чудесное, чуточку доброе, чуточку нежное. Здравствуйте, скажем мы каждому дню. Здравствуйте, скажем мы всем и всему. Я рада вас видеть. Начинаем урок русского языка. Вначале давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. На прошлом уроке мы говорили о посуде. Узнали разные виды посуды. Научились, как правильно ухаживать за ней. Ребята, а для чего нам нужна посуда? Правильно, чтобы есть и пить из нее, и чтобы готовить в ней пищу. А сегодня мы поговорим о пище. Узнаем, что такое завтрак, обед и ужин. А еще узнаем, что такое полезная и что такое вредная пища. А что мы называем пищей, кто знает? Пища – это продукты питания. Пища – это то, что мы едим, то, что дает человеку силы. Жили-были сыр, котлеты, мармелад, зефир, конфеты, соки, овощи и фрукты. Называем их продукты. Называем их еда, очень любим их всегда. Давайте посмотрим, как выглядит пища. Что это? Это яйца. Повторите. Яйца. Что это? Это картофель. Картофель. А это тоже картофель? Нет, это не картофель. Это морковь. Повторите. Морковь. Посмотрите, что же это? Правильно, это рыба. Повторите. Рыба. Любите рыбу? Она очень полезная. Что же это, ребята? Это сыр. Сыр. А что мы видим здесь? Правильно, это молоко. Повторите. Молоко. А теперь что вы видите? Верно, это мясо. Мясо. А это что? Это хлеб. Хлеб. Это все наша пища. Ребята, что можно приготовить из мяса? Правильно, из мяса делают котлеты, колбасу, сосиски. Повторите. Котлеты, колбаса, сосиски. Если они из мяса, значит, это какие продукты? Правильно, это мясные продукты. А что делают из молока? Давайте подумаем. Из молока делают кефир, сметану, сыр, творог, йогурт. Повторите за мной еще раз. Кефир, сметана, сыр, творог, йогурт. Эти продукты из молока. Значит, это какие продукты? Правильно, это молочные продукты. Как вы думаете, как называются продукты, которые делаются из муки? Верно, это мучные продукты.
Мучные продукты – это хлеб, печенье, булочки, макароны. Повторите. Хлеб, печенье, булочки, макароны. Ребята, некоторые продукты лучше есть утром, некоторые днем, а некоторые вечером. Давайте посмотрим, когда что едят. Утром, когда человек только проснулся, лучше всего есть, например, каши, сыр, хлеб с маслом, блинчики, чай. Это называется завтраком. Днем, когда человеку надо много сил для работы и учебы, нужно есть что-то сытное. Например, суп, хлеб, пюре, котлеты, компот. Это называется обедом. А чтобы хорошо спать и отдыхать ночью, вечером лучше есть легкую пищу. Например, салаты, фрукты, кефир. Ну а кто-то ест рыбу, мясо, кому как нравится. Это мы называем ужином. Ужин – последняя еда перед сном. Ребята, вспомните, какие слова вы говорите маме, папе или друзьям за столом перед едой. Вы желаете друг другу приятного аппетита? Молодцы! А во время еды можно много говорить? Нет, есть надо молча. Ведь говорят же, когда я ем, я глух и нем. А давайте соединим картинки. Отгадаем, когда едят завтрак, обед и ужин. Посмотрите внимательно. Что это? Завтрак, обед или ужин? Это завтрак. А когда люди завтракают? Правильно, утром. Значит, мы соединим завтрак с этой картинкой. А это что? Это обед. Когда люди обедают? Обедают люди днем. Значит, обед соединим с этой картинкой. А это что? Верно, это ужин. Ужинают вечером. Значит, соединяем с этой картинкой. А сейчас предлагаю вам послушать сказку о продуктах питания. Во время обеда продукты поспорили, что из них вкуснее. Котлета сказала: «Я вкуснее, потому что я из мяса». Суп сказал: «Я вкуснее всех, потому что я из курицы». А салат им в ответ: «Я вкуснее всех, потому что я из овощей». Компот возразил: «Я вкуснее всех, потому что я из фруктов». «Я вкуснее всех, потому что я из творога», вмешался в спор пирог. «Я вкуснее», сказала каша, «потому что я молочная». Квас закричал: «Я вкуснее всех, потому что я хлебный». Кисель не согласился.
Нет, я вкуснее всех, потому что я из малины. Таня услышала спор продуктов и сказала: не спорьте, вы все очень вкусные. Я вас всех съем с удовольствием. Скажите, ребята, какие продукты поспорили? Поспорили котлета, суп, салат, компот, пирог, каша, квас, кисель. Из-за чего эти продукты поспорили? Правильно, каждый говорил, что он вкуснее всех. А теперь скажите мне, котлета из мяса, значит, она какая? Мясная. Мясная котлета. Суп из курицы. Суп какой? Суп куриный. Салат из овощей. Салат какой? Салат овощной. А если компот из фруктов, то это какой компот? Правильно, компот фруктовый. Пирог из творога. Пирог какой? Верно, ребята, пирог творожный. Каша из молока. Значит, каша какая? Каша молочная. Квас из хлеба. Квас какой? Квас хлебный. Кисель из малины. Кисель какой? Кисель малиновый. Молодцы, хорошо поработали. Давайте теперь я загадаю вам загадки, а вы отгадайте, о чем я говорю. Теплый, мягкий и блестящий, с корочкой такой хрустящей. Спросим мы у дедушек, что же это? Хлебушек. Слушаем следующую загадку. Можем мы из разных круп приготовить вкусный суп. Дальше. Может разбиться, может и вариться. Если хочешь, в птицу может превратиться. О чем идет речь? Да, речь идет о яйце. И последняя загадка. Нет, совсем не из-за дыр любят мышки вкусный сыр. Ай, какие вы молодцы, ребята! Отгадали все загадки. А теперь повторите за мной. Па-па-па, в банке манная крупа. Еще раз. Па-па-па, в банке манная крупа. Ша-ша-ша, у меня лапша. Повторите. Ша-ша-ша, у меня лапша. Су-су-су, мы любим колбасу. Повторите за мной. Су-су-су, мы любим колбасу. Цо-цо-цо, снесла курица яйцо. И еще раз. Цо-цо-цо, снесла курица яйцо. Ребята, скажите, человек может прожить без еды? Какое-то время может, но совсем немножко. Чтобы человек хорошо рос, развивался, был здоровым и сильным, ему нужно каждый день есть, питаться. Как только человек
перестает правильно завтракать, обедать и ужинать, он становится слабым и больным. Человеку нужно питаться, вовремя есть, но есть нужно только полезную еду, которая помогает человеку быть здоровым, сильным и красивым. А от вредной еды человек может заболеть. Посмотрите, что мы называем полезной едой и что вредной. Рыба, орехи, мед, овощи и фрукты – это полезная еда. А сладкая газировка, пирожные, торты, чипсы, конфеты – это не очень полезная, даже вредная еда. Эту еду можно есть иногда и совсем немножечко. Посмотрите, это Эркин. Он не знает, какую еду выбрать. Помогите ему выбрать полезную еду. Что надо убрать, а что оставить? Уберем хот-дог, картошку фри, сладкий газированный напиток и пирожные. И оставим все самое полезное. Итак, ребята, давайте вспомним, чему мы научились сегодня на уроке. Сегодня мы говорили о пище, о еде. Узнали, что едят на завтрак, обед и ужин. А также узнали, что такое полезная и что такое вредная пища. Вы теперь знаете, как правильно питаться. Желаю вам крепкого здоровья. До свидания.